Отделение анестезиологии и реанимации. Здесь находятся самые тяжелые пациенты, которым нужна экстренная медицинская помощь, в том числе и при помощи высокотехнологичного оборудования. И это оборудование в больнице есть. На днях в республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи получили новый комплект оборудования, необходимого для работы реанимационного отделения. Более 25 миллионов рублей на закупку нового оборудования были выделены по решению главы республики. У нас порядка минимум 40 больных, 45 больных ежедневно находится в отделениях реанимации, где оказывается медицинская помощь. Также у нас ежедневно большое количество операций производится. Мы экстренная больница, плюс мы открыли плановый прием на сегодняшний день. И все эти аппараты, ИВЛ-аппараты, шприц-насос, это именно вещи, которые должны находиться у постели тяжелого пациента и, собственно говоря, у кровати в операционных блоках. Хочу выразить благодарность, конечно же, правительству за поддержку. Нас не бросают ни в коем разе. И наши чаяния, надежды при поломке оборудования, они всегда находят отражение. И на сегодняшний день у нас все тяжелое оборудование находится в строю. Всего в больницу поступило 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, 9 прикроватных мониторов и 8 шприц-насосов. Аппарат ИВЛ, он помогает для лечения пациентов, те, которые находятся без сознания или с дыхательной недостаточностью. В данном аппарате ИВЛ имеются дополнительные функции: капнография и измерение сатурации смешанной крови. Плюс у мониторов они помогают для непрерывного измерения артериального давления, круглосуточного монитора. И шприцы-дозаторы, они помогают для лечения пациентам, тем, которые нужны непрерывно вводить препараты. Подобное оборудование работает в круглосуточном режиме 365 дней в году, поэтому необходима его постоянная амортизация и модернизация. На сегодняшний момент отделение анестезии и реанимации укомплектовано на 100%, а значит, есть возможность спасти еще больше жизней. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.